Зачем просить прощения? Почему в мечетях нет изображений и где прошел фестиваль платка? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Сегодня заканчивается Масленичная неделя, которая празднуется ежегодно перед главным православным Великим постом. Раньше, до принятия христианства, Масленица широко отмечалась на Руси. До того, как этот языческий праздник встречи весны под названием Камоедица был признан церковью, славяне отмечали его по солнечному календарю. В момент прихода астрономической весны, в день весеннего равноденствия. С введением христианства изменился и обряд празднования. Масленица начинается за 8 недель перед Пасхой и длится 1 неделю с понедельника по воскресенье и заканчивается прощенным воскресеньем, когда мы просим прощения у Бога и у близких за свои грехи, ошибки и слабости. Масленица – это неделя перед началом Великого Поста, неделя подготовительная перед Великим Постом, когда мы с вами заговляемся, уже нельзя кушать мясо, но, в общем-то, есть такая традиция, что нужно ходить по гостям, нужно кушать блины, в общем-то, нужно наедаться. С поста в среду и пятницу нет, то есть все, кроме мяса, кушать можно. Подготовительно она является еще потому, что в среду и пятницу на этой неделе служится литургия не служится, а особенно служба по великопостному чину проходит в храмах. Вот мы заговляемся, получается, с понедельника по воскресенье. Воскресенье у нас прощенное воскресенье, и уже с понедельника начинается Великий пост. Масленица – это озорное и веселое прощание с зимой и встреча весны, несущий оживление в природе и солнечное тепло. Люди испокон веков воспринимали весну как начало новой жизни и почитали солнце, дающее жизнь и силы всему живому. В честь солнца сначала пекли пресные лепешки, а когда научились готовить заквасное тесто, стали печь блины. Древние считали блин символом солнца, поскольку он, как и солнце, желтый, круглый и горячий, и верили, что вместе с блином они съедают частичку его тепла и могущества. В один из дней люди ходили на кладбище и просили прощения у тех людей, которые уже умерли. Но это так как считается, что поминальное блюдо вот в России – это блины какие-то, то они, конечно же, пекли блины, приносили на кладбище, там оставляли, там, может быть, милостыню какую-то, там люди приходили, там поминали. Обычай сам по себе хороший. Почему плохо у своих умерших сродников попросить прощения? Важным элементом этого празднования обычно является языческая традиция – сжигание чучела зимы. К христианству этот обряд не имеет никакого отношения. Сжигают чучело, чтобы отметить наступление весны, и символизирует оно жертвоприношение. Но таких масленичных обрядов нет в христианстве. Для верующих Масленица – это преддверие празднования Пасхи. Обычай сжигать там чучело, я думаю, что это не православный обычай. И, к сожалению, если будет такая возможность, надо от этого человеку православному отойти, в этом не принимать участие. А вот там снежками друг друга покидать, там поваляться в снегу, там на санках там покататься, там еще что там с горок, там вот это какое-то такое спокойное, нормальное веселье человеческое, которое на самом деле. Вот. Я думаю, что это, даже обязательно. Раньше же и там через костры там прыгали, и кулачные бои устраивали там, и много было негативных таких вот моментов. Я думаю, если для человека главное человек – Бог и человек, то ни чучело, ни кулачный бой, для него уже никакого, ни влияния, никаких вопросов уже не будет в его жизни. Потому что, это все вторично. Даже не вторично, там уже на 10-м на каком-то месте. Самое главное – Бог, душа и люди вокруг тебя.
Особый смысл Масленицы в совсем еще недавние времена, когда не было ни телефонов, ни электронной почты, был в том, чтобы люди в течение недели, предшествующей прощенному воскресенью и Великому посту, успели съездить и сходить к своим близким и дальним знакомым и родным, попросить друг у друга прощения. В эти дни принято ходить друг к другу в гости, на блины, на какие-то совместные посиделки, встречи, которые благословляются церковью для конкретной цели. Для того, чтобы суметь встретиться со всеми теми людьми, кто для нас близок и дорог, но между которыми могли возникнуть у нас противоречия, какая-то недосказанность. То есть целая неделя была дана для того, чтобы суметь найти время для этих встреч, увидеть друг друга в глаза. И не только сегодня, в последний воскресный день, прощенное воскресенье, но на протяжении всей недели успеть примириться друг с другом. Мы все знаем анекдоты тещи, зять и теща. Это такие как бы непримиримые стороны, но примиримые, но всегда конфликтные. Сноха и мама там, допустим, заловки, семья, вот в этой семье отношения, они как раз вот, и вот на сырной седмице, на Масленице они как раз очень ярко выражены. Там есть дни, я вот сейчас точно не помню какие, по порядку там просто, что когда теща зовет зятя на блины, и она там просит у зятя прощения, потом зять зовет тещу к себе, там, и невестка печет там блины, потом невестка приглашает всех там родственников, там, и вот мы друг друга приглашаем, мы друг друга угощаем, мы друг друга оказываем милосердие и просим прощения. Каждый христианин должен сам для себя решить, насколько он может участвовать в масленичных увеселениях, насколько они актуальны в данный момент для его духовной жизни. Общение с родственниками и друзьями за праздничным столом никому не повредит. Есть возможность встретиться, постараться понять другого, с кем-то примириться, чтобы вступить в пост с чистой душой и чистой совестью. Для того, чтобы молиться, для того, чтобы просить Господа о прощении, конечно же, нам и самим нужно научиться прощать. Если мы не будем прощать других людей, которые близки к нам, родственники, соседи, может быть, какие-то у кого-то и давние враги есть, то, конечно же, и сам Господь нас тоже не простит. Поэтому это вот очень важная вещь. Умение прощать – это тяжело, это мучится всю жизнь. И вот в этот день, конечно же, есть такая традиция просить друг другу прощения. И желательно попросить именно у тех, у кого вот натянуты отношения, кто находится в вражде с друг другом. И это очень правильно. И дай Бог, чтобы мы с чистым сердцем вступили в Великий пост и, в общем-то, стали чуть-чуть лучше, чем были сегодня. Сегодня последний день Масленичной недели, прощенное воскресенье, которое празднуется ежегодно перед главным православным Великим постом. Впереди Великий пост. Пост длительный, пост, который будет проходить целых 7 недель. Первые 6 недель называются Великая или Святая Четыредесятница, то есть 40 дней пощения. Этот пост отличается от прочих других постов тем, что он действительно особенно строг. Этот пост меняет и богослужение в храме, призывает поменять и поведение каждого христианина. Меняется очень многое. Внешне это выражается в смене и церковных облачений, и в ритме службы. И все это предполагает, что поможет человеку изменить свой ритм. Пост призывает человека как бы остановиться вот в общем беге его жизни. Постараться отойти от суеты, постараться сосредоточиться на себе, на своих мыслях, но и, что очень важно, всмотреться в тех, кто рядом. Может быть, он в остальное время не замечал тех людей, кто так остро в нем нуждается. Вот это, наверное, самая главная сторона поста, на которую стоит обратить внимание всем тем, кто хочет, может быть, впервые попробовать свои силы в пощении, и для тех, кто уже это делает неоднократно. Время Великого Поста – это то время, когда мы погружаемся внутрь себя, стараемся избавиться от тех страстей, которые присутствуют в каждом из нас посредством молитвы, посредством усиленной молитвы. Поэтому очень важно все-таки, если есть такая возможность,
вот особенно в первую неделю Великого Поста, быть в храме, когда читается канон Андрея Критского. Поэтому, собственно говоря, церковь, она каждого из нас и подготавливает даже, да, подготовительные недели к Великому Посту. Там, в плане, кстати говоря, и еды, да и духовно настраивает нас на вот этот вот, для кого-то маленький, а для кого-то большой, без сомнения, молитвенный подвиг. То есть то время, когда мы должны все-таки ограничить себя в просмотре телевизионных каких-то, телевизора, ноутбука, компьютера, планшета и постараться заглянуть в клети своей души и найти, конечно, там Бога. Завтра у нас начало Великого Поста. Великий пост начинается с чистого понедельника. Вот у этого дня есть такое название. С чистыми помыслами, с чистым сердцем, с чистой душой мы стараемся больше уделять время молитве, посту не только как соблюдение диете, но именно к посту душевному, когда постараемся сделать наши помыслы чище, когда мы пытаемся вкоренить в наше сердце любовь, делать больше добрых дел. То есть это все у нас практика. Мы с вами практикуемся, мы с вами учимся. Мы святости, в общем-то, можем так с вами и не достичь, да, быть как вот святые отцы церкви, но именно стремиться к этому надо. И очень хорошее время для упражнения в этом именно Великий пост. Последний день перед Великим постом посвящен в христианском смысле одной цели – примирению с ближними, прощению обид и подготовке к покаянному пути к Богу. Скажите, пожалуйста, почему в православных храмах есть иконы и росписи, а в мечетях нет? В мечетях не бывает изображения так же, как и в иудейских храмах. И связано это с тем, что в Ветхом Завете был запрет, полный запрет на изображение. Изображать нельзя было Бога для того, чтобы предостеречь людей от идолопоклонства, чтобы в противовес язычникам, чтобы люди не кланялись камню, дереву, краскам, тому, что изображается. В Новом же Завете, в христианских храмах, напротив, мы видим изобилие росписей, иконы, стены храмов расписанные. Этот вопрос решался на Седьмом Вселенском соборе, когда действительно нужно было поставить точки над «и». Можно ли изображать Бога, святых угодников, или нельзя? Или все-таки следует придерживаться запрета, озвученного в Ветхом Завете? Отцы Седьмого Вселенского собора так пояснили. Во-первых, уже в Ветхом Завете Бог повелел сотворить золотых ангелов, которые должны были быть при скинии ветхозаветной, то есть, оказывается, запрет не безусловный. Во-вторых, святые отцы пояснили, что иконоборческая ересь, которая возникает в то время, неправы. И на их вопрос, кого же мы изображаем на иконах, святые отцы ответили: мы изображаем не человеческую природу Иисуса Христа, иначе мы бы кланялись человеку. И мы не изображаем божественную природу, потому что она неизобразима. Мы изображаем личность Иисуса Христа. Личность, которая содержит в себе две природы – божественную и человеческую. Природа как таковая неизобразима, но исторически Христос был именно таков. Поэтому в христианских храмах мы изображаем то, как мы видели Христа, то, какими являлись людям ангелы, в каком виде, то, какими были святые угодники Божии. В мечетях же мы видим какой-то растительный орнамент или прочие узоры в исполнении вот этой древней заповеди о запрете каких бы то ни было религиозных изображений. В начале февраля в Куюргазинском районе прошел день межконфессионального диалога. Организаторами мероприятия выступили благотворительный фонд поддержки социального развития Куюргазинского района совместно с администрацией муниципального района.
Проект начинался с открытого волейбольного турнира, посвященного 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 85-летию Куюргазинского района. В соревнованиях приняли участие команды работников местного самоуправления, священнослужителей Салаватской епархии и команды Духовного управления мусульман. В итоге победу в турнире одержала команда Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. На втором месте – представители Салаватской епархии. И третье почетное место заняла команда муниципалитета. Мероприятие проводилось под эгидой Салаватской епархии, Русской Православной Церкви и Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. Уважаемые братья и сестры, уважаемые друзья, позвольте от имени Совета муфтиев России, от имени Духовного управления мусульман Республики Башкортостан поприветствовать вас со словами «Мир вам, милость Всевышнего и Его благословения». Сегодняшний наш праздник – это яркий символ того, что Всевышний Аллах изрек в Священном Писании, в котором говорится в Священном аяте: «О люди, мы вас создали от одного отца и от одной матери и разделили вас на разные народы и племена. Ибо в других аятах говорится, что мы создали, могли бы вас единым народом, единой нацией. Но ибо величие и мудрость Всевышнего заключается в многообразии». Всех вас сердечно и искренне приветствую на этом спортивном, культурном и межконфессиональном празднике. Я хотел бы сказать, что испокон веков, как это и водилось на Руси, любое мероприятие, торжества или праздники начинались с молитвы. Как сегодня и тому яркий пример проведения этого праздника, когда начался с молитвы у мусульман и у нас, православных. Как в мечети и в православном храме здесь, в столице Куюргазинского района, ставшей сегодня некой культурной и спортивной межконфессиональной столицей юга Республики Башкортостан. И всем вам, дорогие мои, я хотел бы пожелать это семейного счастья, всяческого благополучия, помощи Всевышнего. Пусть Господь хранит вас на многое и благое лето. С праздником Байраммен! Мероприятие плавно перешло на фестиваль платка. Платок – символ мира. Фестиваль проводился с целью популяризации платка, расширения межрегиональных связей, воспитания толерантности, единства, национальных традиций в Куюргазинском районе. Сегодня последний день Масленичной недели, Прощенное воскресенье, которое празднуется ежегодно перед главным православным Великим постом. Красивая и вроде бы простая традиция – у всех просить прощения. А какой же духовный смысл у обычая просить у всех прощения? В этот день православные христиане на литургии имеют возможность слышать чтение Евангелия, где говорится о прощении грехов, о посте и, конечно, о собирании небесных сокровищ. А вот уже на вечерней службе совершается сам чин прощения, на котором настоятель храма или монастыря по окончании вечерни земным поклоном и спрашивает прощения у своего клира и прихожан. И те, конечно, отвечают ему также земным поклоном и просят у него прощения. Вообще в прощенное воскресенье принято и спрашивать прощения и примиряются друг с другом не только в храме, но и дома, с ближними, на работе, со служивцами. Сам чин прощения появился в монастырской жизни египетских монахов. Перед наступлением Великого Поста, чтобы усилить подвиг молитвы и подготовиться к славному празднику Светлого Христова Воскресения, монахи расходились по одному по пустыне
на все 40 дней поста. Некоторые из них уже не возвращались обратно, к сожалению, потому что кто-то был растерзан дикими зверями, а другие погибали в безжизненной пустыне. Поэтому, расходясь, монахи просили друг у друга прощения за все вольные или невольные грехи, обиды, конечно, понимая, что они могут не вернуться. Поэтому они просили это прощение как перед смертью, очень искренне. Каждый понимал, что их встреча в преддверии Великого Поста может оказаться последней. Вот для этого-то и существовал чин прощения, чтобы быть примиренным и прощенным со всеми, и благодаря этому с самим Богом. Эта добрая монашеская традиция главным образом была связана с заповедью Христа о прощении ближним их прегрешений, хранении мира и любви. С течением времени эта традиция перешла в богослужение всей церкви. И вот самое интересное то, что в дореволюционной России, например, существовал обычай, когда царь и спрашивал прощения у своих подданных. С этой целью он объезжал свои войска и просил прощения у солдат, посещал монастыри, где также просил прощения у братьев этого монастыря. Впоследствии эта традиция и спрашивать прощения и примиряться с ближними накануне Великого Поста получила широкое распространение, конечно же, и среди мирян. Такая практика помогает лучше настроить себя на покаяние, приступить к соблюдению поста в возвышенном состоянии духа. Несмотря на то, что Церковь установила эту традицию прощения перед Великим Постом, не надо ждать только лишь этого дня. Надо постоянно стараться просить прощения у своих родных и близких. Ведь мы с вами каждый день читаем молитву «Отче наш» и слышим эти замечательные, произносим слова. «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим». Соответственно, если мы будем прощать своих родных, близких, то, конечно же, нас и будет прощать Господь. То, собственно говоря, то, что Он и делает. Он постоянно нас прощает. И, казалось бы, порою какой-то человек, либо родной, близкий, либо друг, постоянно что-то совершает нехорошее, и при этом, конечно же, просит прощения, и мы уже думаем, ну сколько можно просить прощения? Таким образом, якобы девальвируется это само значение этого слова, ценность этого слова, прощение. Но в то же время надо вспомнить о себе. И вспомнить в том смысле, что Господь сколько нас прощает раз? Сколько раз мы у Него просим этого прощения, и столько Он нас раз прощает. Имеем ли мы право отказать тому человеку, который спрашивает у нас прощения, несмотря на то, что он делает это очень часто? Это первое. И второе, как ни странно, казалось бы, попросить прощения, что проще. Но на практике происходит иное. Порой человек настолько черствеет духовно, что ему даже тяжело переступить себя, свою какую-то страсть и попросить прощения у ближнего. Это действительно дорогого стоит. Поэтому, конечно, надо стараться не черстветь духовно, а просить прощения. Благо, что есть за что у каждого.